Международный молодежный слет Таврида в Крыму собрал на Черноморском побережье начинающих ученых, архитекторов, журналистов, представителей общественных движений. На одном поле в поселке Орловка, неподалеку от Севастополя, разместились почти 2000 гостей из 60 стран. Главная задумка – общение с представителями разных стран и регионов, обмен идеями, опытом и обучением. Для меня самая важная возможность, так скажем, была это послушать, без преувеличения, великих людей со всей России. То есть были лекторы от правительства, от различных бизнес-структур, артисты, известные спортсмены. Мастер-классы с участием именитых лекторов, известные журналисты, политики и экономисты. Как преуспеть в условиях санкций? Ответ Александра Бричалова, президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Двигаться вместе со всей страной на полную мощность. Создавать новое и возрождать наши забытые традиции. Для нас есть прекрасная возможность запустить свои бренды, своих производителей и уже продукцию, так скажем, чтобы наша продукция раскручивалась и пользовалась спросом. Основное направление слета – историко-патриотическое. Курганцы поделились, что поехали туда за духом патриотизма, за возрождением национальной идеи. Консервативный поворот – такое название получил один из дней образовательной программы форума. Организаторы поставили перед собой задачу дать молодежи возможность задуматься о консервативном мировоззрении и, самое главное, понять, что такое консерватизм в хорошем значении этого термина. У нас выступали, Ольга Баталина, это депутат Госдумы, и отец архимандрит Тихон. Они рассказывали о русском консерватизме, о том, какая должна быть у нас национальная идея. Ольга Баталина очень много говорила о семье, материнстве, детстве. Она говорила о том, что семья – это основоположник должен быть нашей российской культуры, нашего развития. Архимандрит Тихон говорил очень много о героизме. Гражданская активность участников форума была проверена в рамках проекта в сфере ЖКХ, запущенным Общероссийским народным фронтом. Его главная цель – устранять нарушения в этой сфере и, как один из пунктов программы, привести Институт госзакупок в соответствие с законом. Прямо на форуме участники учились определять, соблюдены ли все нормы на торгах. Все сомнительные закупки, которые удалось выявить, обнаружить, они поступают туда в разработку, и первое, что делают организаторы этого дела, они направляют запросы тем, кто подал заявку на торги. График участников был расписан буквально по минутам. Пока одни изучали основы экономики, на пляже разворачивались настоящие футбольные баталии. Охладиться можно было либо в шатрах с кондиционером или тут же в море. Организаторы форума «Общероссийский народный фронт» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и общественной организации «Опора России» озвучили, что Крымская Таврида может стать ежегодным мероприятием. Светлана Епифанова, Глеб Печорских, информационное агентство «Курган.ру».